Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Известно, что в Якутске работают стационарные, загородные, детские, летние лагеря. Также дети могут посещать лагеря дневного пребывания. О летнем отдыхе подрастающего поколения мы поговорим сегодня. Наша гостья в студии Мария Петрова, начальник управления образования окружной администрации города Якутска. Мария Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите об организации летнего отдыха детей школьного возраста именно в Якутске. Действительно, учебный год завершен, начались каникулы, и всегда в июне месяце первым делом открываются лагеря дневного пребывания. Сейчас они у нас в городе Якутске действуют. Это 57 лагерей с охватом 4035 детей. Конечно, основной акцент делается на детях младшего школьного возраста и тех, кто относится к так называемым льготным категориям. Дети из многодетных семей, трудной жизненной ситуации, матерей-одиночек и так далее. И сейчас у нас готовится к открытию 4 загородных лагеря, в которые идут дети уже постарше, как правило. И примерно 1000 детей за лето они тоже должны охватить отдыхом. Ну, кроме этого, у нас также есть и другие различные формы, о которых тоже, я думаю, было бы интересно сказать, что понятно, что все 58 тысяч с лишним детей, которые обучаются в городе Якутске, мы не можем охватить именно муниципальными лагерями. Очень большое внимание именно сами родители должны уделить своим детям, чем им заниматься. Но кроме этого есть дворовые активности, и более 12 тысяч детей за лето этими дворовыми активностями у нас охвачены силами детского подросткового центра. Там и велоэстафеты, и творческие конкурсы, всякие дворовые игры. Ну, как раз все то, что мы, например, сами в своем детстве пережили, сами себя занимали, но теперь уже профессиональные аниматоры помогают делать это в наших дворах. Потому что не секрет, даже вот сейчас я тоже отмечаю, что во дворах стало довольно тихо. Если нет спортивной площадки, детской площадки, то детей мы почти не видим. Поэтому важно, конечно, чтобы дети больше дышали свежим воздухом, общались между собой и бегали, конечно, не по крышам гаражей, но, во всяком случае, организованно, так как это было у многих поколений бабушек, дедушек, отцов и матерей. Ну вот вы назвали цифру, да, 57 лагерей. Вообще, сколько всего, да, детей могут посетить эти лагеря? Сколько вообще в целом у нас будет лагерей этим летом? Ну, то есть, как я сказала, это 57 лагерей дневного пребывания, которые в основном расположены на площадках наших школ. Затем это 4 загородных лагеря, которые у нас в городе Якутске действуют давным-давно. Есть 2 лагеря труда и отдыха. Это наши агрошколы, Тулагинская и Хатасская. Но там, конечно, речь идет именно о детях из этих сел Тулагина и Хатасы. Ну, там плюс дети могут поработать заодно, да? То есть Обязательно. трудовой же лагерь. Они, конечно, да? и зарабатывают. И 2 палаточных лагеря у нас в детском подростковом центре и у 21-й школы имеются. Кроме этого, мы, конечно, для себя ставим задачу, чтобы не менее 1000 подростков от 14 лет смогли быть охвачены трудовой занятостью. Но мы видим, что есть такие работодатели, которые каждый год активно это практикуют, но пока это не стало еще такой большой, широкой практикой. Поэтому школы здесь оказывают очень действенную помощь силами родителей, работодателей, которые помогают трудоустраивать наших детей. А вообще, сколько в среднем, да, стоит путевка в лагерь в этом году? В среднем примерно 41 тысяча рублей. Ну, немножко варьируется в зависимости от того, что чем больше лагерь, тем дешевле путевка получается. Чем меньше лагерь, тем дороже путевка, потому что, то есть, на одного ребенка больше персонала, ну, больше, скажем так, операционных расходов. И есть еще также субсидия порядка 18 тысяч рублей, которая предоставляется родителю для того, чтобы путевка была дешевле. То есть 41 тысяча рублей и минус 18 тысяч. Не деньгами получает родитель, а именно удешевлением путевки. То есть когда ему называют путевку в загородный лагерь, например, то
он может сминусовать эту путевку. Но речь идет именно о тех местах, которые субсидируются от города Якутска. Есть и, конечно, коммерческие места, их не так много, но они имеются, которые не подпадают под эту субсидию. А вообще какие льготы есть, да, для родителей, кто отправляют детей в детский лагерь на отдых? Да? Вот субсидия вы уже назвали. Какие еще Да. есть льготы? Есть у нас дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но они там у нас пофамильно известны, и им, соответственно, пофамильно предоставляется возможность бесплатно отдохнуть в наших лагерях. Но, к сожалению, не всегда они этого хотят. Ну, потому, в общем-то, они на учете состоят, да? Поэтому наша задача их вовлечь, увлечь, и чтобы затем они у нас снялись с учета, уже как с такой позитивной социализацией ребята. Затем большое внимание уделяется детям участников специальной военной операции. Для них у нас есть бесплатные путевки благодаря республиканской субсидии Министерства образования и науки республики по указу главы республики Асена Сергеевича Николаева. И дети по желанию родителей могут или выбрать путевку за пределы республики на море. Вот сейчас у нас уже выехали первые там порядка 90 детей. И затем возможность отдохнуть в наших лагерях. Тоже для них специальная квота, специальные средства. То есть это не так, что там за счет других детей, других льготных категорий. Абсолютно нет. Это идет параллельно. Вот. Ну и, конечно, лагеря дневного пребывания маленьких детей мы обязательно тоже в первую очередь определяем на площадке наших дневных лагерей. А вообще, как в целом организована работа по отдыху детей военнослужащих, участников спецоперации? Получается, что еще, можно сказать, с начала учебного года прошедшего мы принимали заявления родителей, которые через МФЦ это делали, и отдельными приказами резервировали для них места. И затем вот в мае месяце уже и сейчас идет индивидуальная работа с каждой семьей по их пожеланиям для того, чтобы определить ребенка на организованный отдых по их желаниям. И мы заметили, что если в прошлом году в основном хотели за пределы республики выехать, в этом году уже предпочтение отдается нашим лагерям. Доверие больше. То есть можно смело сказать, что все дети участников спецоперации этим летом обязательно отдохнут. Да, по желанию родителей. Есть родители, которые не хотят своих детей в лагерь отдавать. Например, они выезжают куда-то сами вместе с детьми, в деревню выезжают. Эта практика тоже у нас повсеместная есть. Поэтому это их право, родителей. Наше дело помочь им организовать ребенка по их желанию. Ну, что касается материально-технической базы загородных летних оздоровительных лагерей Якутска, вот, проводят ли в них ремонт, да, закупают ли новое оборудование, вот, насколько обеспечены лагеря? Ну, это, конечно, тема такая больная. Каждый год родители обращают на это внимание, и абсолютно резонное, потому что лагеря у нас это наследие еще советского времени. Многие созданные были тогда, когда еще не было нынешних родителей. Поэтому, конечно, они нуждаются в ремонте. В этом году, благодаря решению Евгения Николаевича Григорьева, главы нашего округа, выделено 45 миллионов рублей на ремонт лагерей. Никогда такой суммы еще не выделялась. Поэтому мы в этом году их ремонтируем в соответствии с заявками администрации лагерей. Например, в лагере «Радуга» 15 миллионов рублей выделено. И в нем уже корпуса благоустроенные. Сейчас там стеклопакеты ставятся, допустим, да, там, вот это все обновляется. Ну и детей, конечно, получается, что более комфортное пребывание. Но все-таки комфорт, он не должен быть таким, что как будто бы из городской квартиры переехал в такую же городскую площадку. Да? Все-таки больше должно быть общения на природе. И вот это сочетание возможности быть на природе и в то же время в соответствии с нормами Роспотребнадзора, благоустроенные и туалеты, душевые, прямо в спальных корпусах, вот это уже имеется, к примеру. Ну и также по другим лагерям мы отрабатываем. Кроме этого, от нас ушла заявка Министерства образования республики, и, соответственно, Минобр, как только будет объявлен конкурс на федеральном уровне по реновации, по обновлению лагерей, подаст тоже эту заявку. И здесь мы делаем ставку на лагерь «Спутник», который тоже очень сильно обветшал, но при этом пользуется большой популярностью у горожан.
И надеемся на то, что он попадет в эту программу, и мы сможем в следующем году уже сказать, ну вот, обновленный красивый лагерь. Но и я думаю, что вот тот высокий спрос, который имеется у наших городских родителей, несмотря на не очень, скажем, свежую материально-техническую базу, это именно потому, что это очень интересные, качественные, содержательные программы организуют наши педагоги, обеспечивается хорошее питание, оно всегда у нас идет в усиленном режиме, и, конечно, это такое большое доверие, которое надо оправдывать. И мы надеемся на то, что и в следующем году мы будем также активно работать по обновлению, по улучшению матбазы лагерей, чтобы там было и комфортно, и уютно, и в то же время действительно дети были как можно больше на свежем воздухе, не в ущерб своему здоровью. Ну, что касается персонала лагерей, да, кто работает в загородных лагерях, насколько я понимаю, это опытные педагоги, плюс пионер-вожатый. Ну, вообще, как можно стать, может быть, работником такого лагеря, как устроиться на работу, что для этого нужно сделать? Очень интересный вопрос, потому что лагерь, с одной стороны, это как раз площадка для нашего воспитательного блока, для педагогов, организаторов, дополнительного образования, советников, директоров. Но и в то же время это площадка для наших будущих педагогов. То есть мы активно берем студентов на практику, и здесь они проходят такую закалку, и многое берут в практику, как с ребятами общаться. И третья категория – это наши совсем юные старшеклассники, которые приходят помощниками вожатых. И многие из них затем выбирают путь педагогов, учителей. И здесь для них как раз это та площадка, где они понимают, что это вот их сфера. И бывает так, что они не становятся педагогами, но зато они получают очень полезные качества общения с разными людьми, лидерские качества, умение заводить ребят, что очень полезно на самом деле в любой профессии. Мария Петровна, во время разговора с вами меня, так сказать, настигли приятные воспоминания. В детстве я тоже отдыхал в лагерях Якутска, прекрасно понимаю, что там необходимо обновление материально-технической базы. Вот я хочу пожелать вам, чтобы эта работа продолжалась, чтобы наши лагеря развивались, ну, конечно же, появились, может быть, какие-то новые лагеря для отдыха наших детей в городе Якутске. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.